Франция, 1925 год. Международная декоративно-промышленная выставка. В одном из парижских театров проходит презентация советского этнографического искусства. На сцене музыкант из Башкирии Юмабай Эсенбаев. У него в руках стебель тростника. Исполняя национальную песню, прямо на глазах у зрителей артист превращает тростник в дудочку и завершает свой номер игрой на ней. Французская публика в восторге. Одна из зрительниц даже выбегает на сцену, снимает с пальца бриллиантовый перстень и надевает его на музыкальный инструмент. На следующий день об успешном выступлении башкирского артиста напишут все советские и европейские газеты. А мир впервые откроет для себя богатую национальную культуру этого древнего края. Современная культура Башкирии сохранила лучшие из древних традиций. Как и прежде, республика славится уникальной породой лошадей, а национальная кухня – полезным кумысом. Новое звучание получили старейшие в мире эпосы и тысячелетний инструмент – тростниковая дудочка «Курай». Теперь он не только культурный, но и государственный символ Башкирии – цветок курая, изображен на республиканском флаге. 7 его лучей обозначают объединение 7 племен, союз которых, по легенде, и составил основу башкирского этноса. От классики до рока современным башкирским музыкантам традиционный курай удается вписать в любые жанры. Сольную партию старейшего в мире музыкального инструмента модная публика Уфимского ночного клуба принимает на ура. Мурат Джанизаков не просто любитель эклектики, он будущий профессиональный кураист, внимательно отслеживает все музыкальные тенденции. Мурат взял в руки инструмент еще в 7 лет в районном клубе. И настолько увлекся его звучанием, что спустя годы без труда поступил в Уфимское училище искусств, даже не зная нот. Курай – это не только музыка простая, прямолинейная. Курай – это очень обширная, так сказать, может, даже своя философия в нем есть. То есть человек, играющий на курае, на сцене, допустим, пусть он играет современные мелодии, пусть он играет народные мелодии, традиционные исполнения, он передает что-то народу. Допустим, если стоит кураист и играет башкирскую протяжную мелодию, можно заслушаться и как бы в мыслях представить, что именно она передает, эту легенду представить. В поисках первого сценического инструмента Мурат по совету опытных музыкантов объехал полреспублики. Одного из лучших мастеров нашел в Кугарчинском районе, почти в 300 километрах от Уфы. Качество курая определяется даже вот так вот. Берешь его, и он должен быть звонким, трубка. Сейчас, пробуй. Повеселее. Повеселее можно, да. Слушайте, очень классный инструмент. Я когда подхожу к кураистам и говорю, ты меня никогда не хвали, говорю, курай, не хвали. Ты мне скажи, чего в нем не хватает. Я должен устранить недостатки. В родной республике Рамиль Хаснуллин – человек-легенда. Ему удалось превратить традиционную национальную дудочку в современную флейту, сохранив ее привычное звучание. Решил сделать его по-своему. Изучил вот курай естественный, его параметры, и решил сделать такой же тонкостенный. В древности, изготавливая курай, мастер отмерял длину тростника ладонями, при этом как бы разговаривая с ним. «Ты кто? Курай. Где вырос? В лесу. Кто срезал тебя? Мастер. Для чего? Для игры». А расстояние между отверстиями рассчитывал при помощи пальцев.
Свои флейты Рамиль изготавливает уже не из тростника, а из деревянного шпона. И в 70-х годах, когда появились первые деревянные кураи, ну, это было очень необходимым шагом, конечно, сделать деревянный курай, потому что вот тростниковый курай, он не имеет строгих геометрических параметров, его очень трудно настроить под один звук. А за расположением дырочек на его инструментах, а значит за тональностью и строем в мастерской следят профессиональные тюнеры. Авторская технология включает в себя 40 операций. Есть еще одна, самая простая, как шутит Рамиль, продать инструмент. Каждый год мастер собирает больше 2000 кураев, и все они моментально расходятся. За национальной башкирской флейтой в Курчагинский едут и из соседнего Татарстана, и из Тывы, и даже из Казахстана. Но большей популярностью инструмент все же пользуется у себя на родине. Каждый год в Башкирии проводится 6 официальных конкурсов для кураистов, и участвует в них около 2500 исполнителей в возрасте от 7 до 70 лет. Курай вообще, я даже удивляюсь, насколько он стал популярен по сравнению с теми временами, когда я был молодым. Современные музыканты и молодежь особенно сейчас делают композиции, играют и классику, и все. Им действительно не хватает уже этих 6 звуков, которые звукаются с 5 отверстиями. Я делаю инструменты с любым количеством отверстий, даже с клапанами. Это вот называется иш-курай. Он малоизвестен. То есть это почти как флейта Да, получается, да, это как флейта.